Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Меня зовут Гузель Зукановна Дайнова. Я председатель предметной комиссии по программе дополнительного вступительного испытания творческой и профессиональной направленности «Музыкальное исполнительство». Прежде всего, хотелось бы вам напомнить, что экзамены в этом году проходят в дистанционном формате. Доступ к экзамену открыт 29 июля в среду в диапазоне времени с 9 до 15:00. Время указано уфимское. В это время надо зайти в систему. Самое позднее 14:00. Почему 14:00? Потому что после входа начинается отсчет времени выполнения задания. А время, установленное на выполнение задания, это 1 час. Следовательно, заключительное время это 14:00. Существует дополнительный день. Это 19 августа, среда. Это резервный день. В этот день не предусматривается пересдача. Это просто день, когда назначается еще сдача тех, кто не сдавал 29 июля. После входа, когда начинается отсчет времени, дается всего 1 попытка. Пересдача предусматривается только по уважительной причине, если есть документ, подтверждающий какое-то событие, ставшее причиной плохой сдачи. За пару дней до экзамена на почту в личный кабинет придет уведомление, которое включает ссылку на экзамен. Я думаю, все эти положения, которые я сейчас вам озвучила, они вам уже известны. Если что, они написаны на сайте приемной комиссии. А теперь перейдем непосредственно к нашей консультации. Сегодня я расскажу вам, в чем заключаются особенности проведения вступительного испытания. Значит, первое. Его особенности. Экзамен проводится в форме тестирования. Результат тестирования оценивается по 100-бальной шкале. Время проведения вступительного испытания 60 минут, как уже было сказано ранее. Количество заданий в тесте 30. На каждое задание дается 4 варианта ответа. Правильным является только один ответ. Теперь хочется немного поговорить о разделах, из которых состоит тест. Перечень разделов для подготовки поступающих к сдаче делится на 2 больших раздела. Первый раздел – это музыкальное исполнительство. Второй раздел – это теория музыки. Что включает в себя первый раздел? Первый раздел – это музыкальные жанры и вопросы, касающиеся музыкальных жанров. Здесь количество вопросов и их содержание в основном направлено на знания в области театральных жанров, жанров народного музыкального творчества, жанров религиозной музыки. В то же время есть вопросы, которые характеризуют виды жанров, квалифицируют их по различным видам. Допустим, это жанры вокальной музыки и жанры инструментальной музыки.
Вот все вопросы этого раздела будут касаться именно данной тематики. Ну, допустим, давайте рассмотрим там какой-нибудь один вопрос из этого раздела. К примеру, могут быть вопросы такого типа. Какие вы знаете виды театрального искусства, где актеры не говорят, а поют? Дается перечисление, несколько ответов, и вы должны из этих ответов выбрать правильный ответ. Следующий вопрос из этого же раздела. Допустим, как называется музыка, звучащая в церкви? Опять же дается несколько ответов, и вы должны выбрать правильный ответ. Все вопросы в этом разделе, они достаточно простые и включают уровень вашего общего образования, знания, полученные на уроках музыки в школе, знания, полученные, возможно, если вы закончили среднее специальное учреждение, да, в данном случае это непосредственно вас касается, да. Поэтому эти вопросы можно почерпнуть знания из существующих книг по истории музыки, по теории музыки. И поэтому, я думаю, у вас не возникнет особой сложности в ответе на данный вопрос. Это был первый раздел «Музыкальные жанры». Дальше у нас в первом разделе идут вопросы, касающиеся музыкальных инструментов. Естественно, в данном разделе представлены вопросы, касающиеся состава симфонического оркестра, состава народного оркестра. Например, вопросы такого типа: какие инструменты входят в различные группы оркестра? Допустим, вопрос: какой инструмент входит в состав группы духовых деревянных инструментов? Или вопрос: какие инструменты входят в состав струнных инструментов? Дается, опять же, 4 ответа, и вы должны выбрать правильный ответ. Следующий раздел – это раздел, касающийся исполнителей и коллектива. Здесь предложены вопросы по характеристикам различных коллективов и сольных исполнителей. Ну, например, как называется высокий мужской голос, да? Или характеристика женского голоса, да? Или характеристики детского голоса. Это может касаться тоже и коллективов исполнителей. Допустим, хор. Что такое хор? Из каких партий состоит хор? Кто руководит коллективом исполнителей? Вот вопросы такого типа. Как и во всех предыдущих отделах, на эти вопросы будут даны 4 ответа, из которых вы опять же выберете правильный ответ. Таким образом, мы с вами рассмотрели один большой раздел, который назывался «Музыкальное исполнительство» и состоял из
трех подразделах: музыкальные жанры, музыкальные инструменты, исполнительские коллективы и исполнители. Далее предлагаю перейти к следующему разделу. Это раздел теории музыки. Ну, тоже у меня здесь не возникает сомнения, что вы, конечно, будете в курсе вопросов этого раздела, потому что этот раздел изучался и в музыкальной школе всегда, в любой учебном заведении начального звена. И изучение музыки, оно всегда начинается с теории музыки. Здесь основные вопросы. Эти вопросы будут касаться средств музыкальной выразительности. Эти вопросы будут касаться динамики, темпа, ритма, фактуры, тембральных характеристик, гармонии и так далее. Ну, я думаю, кто хоть раз сталкивался с музыкальным исполнительством и музыкой, все эти характеристики знает. Следовательно, в первом подразделе теория музыки у нас так и называются вопросы. К примеру, один из вопросов. Характеризуйте, вернее, назовите средства музыкальной выразительности, да, и будут предложены ответы. Или, допустим, вопросы такого характера. Что является главным средством музыкальной выразительности в жанре песня? И даны, опять же, несколько ответов. Мелодия, текст, аккомпанемент, темп. Вот из этих 4 ответов вы должны выбрать один правильный. Еще некоторые примеры вопросов. Допустим, организация музыкального движения во времени, периодическое чередование соотношения сильных и слабых долей, закономерное чередование соотношений различных музыкальных длительностей и акцентов. Вот дана характеристика, да? И даны опять же 4 ответа. Вы должны выбрать, что данная характеристика, к какому из ответов она относится. Ну, например, динамика, полифония, фактура или ритм. Ну, можем еще вопрос разобрать. Характеристика дана: специфическое качество, индивидуальная окраска звука, голоса или инструмента. Одна из важнейших характеристик музыкального звука. И опять же даны ответы. Гармония, динамика, фактура, тембр. К чему относятся данные характеристики? Ну вот мы первые подразделы разобрали, да? Именно средства музыкальной выразительности. Я думаю, тоже у вас не возникнет каких-то сложностей в ответ на данные вопросы. Вторая часть данного раздела раскрывает тематику композиторского творчества. Здесь требуется знания по истории музыки, например, вопросы авторства известных произведений, как зарубежной, так и отечественной музыки, вопросы по содержанию оперных и балетных сочинений и так далее. Ну, теперь давайте опять же разберем, какого типа могут быть вопросы. Ну, например, такой вопрос: кто сочиняет музыку? И даны ответы: композитор, актер,
певец, слушатель, вы должны дать правильный ответ. Это вот вопрос из знания именно истории музыки, да? Теперь следующий вопрос из этой же категории. Например, в какой опере главным героем является новгородский купец, путешественник, гусляр? И даны на выбор несколько опер: «Снегурочка», «Руслан и Людмила», «Иван Сусанин», «Садко». Надо дать правильный ответ. Здесь уже непосредственно требуется знание по вопросам авторства, содержания, знания либретто оперных спектаклей. Ну, я думаю, вопросы данной категории будут даны именно те, на которые вы сможете дать правильные ответы. Это известные оперы, которые на слуху, известные балетные спектакли, которые на слуху у всех. Поэтому, думаю, опять же, в данном случае никаких вопросов не должно возникнуть. И композиторы, которые представлены в данном разделе, это достаточно известные фамилии: Чайковский, Рахманинов, Римский-Корсаков, Глинка. То есть со знаниями среднего специального учебного заведения, я думаю, вы с легкостью на данные вопросы ответите. Следовательно, при подготовке к творческому экзамену предлагаю всем вспомнить программу, изученную вами, начиная с музыкальных школ и заканчивая средними специальными образовательными учреждениями. Значит, основная область, как мы уже с вами говорили, это теория музыки. И вторая важная область – это история музыки. Вопросы по уровню сложности очень доступны. Что теперь хотелось бы еще вам сказать именно по поводу профиля, который вы выбрали, на который хотите поступать. Наш профиль имеет достаточно широкую сферу деятельности. Он готовит к работе в системе дошкольного, школьного, среднего специального, дополнительного образования. То есть вот такой огромный спектр вашей деятельности. Хотелось бы отметить, что наши студенты активно участвуют во многих городских, республиканских, всероссийских, зарубежных конкурсах и мероприятиях, занимают призовые места. После окончания студенты востребованы во всех образовательных учреждениях республики и за пределами. Прекрасно подготовленные к своей будущей профессии. После среднего специального образования они получают дополнительные знания во многих областях. Это не только области музыкального исполнительства, но это и педагогика, психология, философия, многие другие образовательные направления, которым уделяется особое внимание в нашем университете. Наши выпускники востребованы в сфере культуры, искусства, общего специального и дополнительного образования. Они работают во многих творческих коллективах, в концертных, музыкально-театральных организациях, на радио, на телевидении, в студиях звукозаписи, в шоу-бизнесе и музыкальной индустрии. Многие из наших выпускников также активно ведут педагогическую, музыкальную деятельность. Опять же, это происходит на всех уровнях. От музыкальной школы, от общеобразовательной школы до вуза.
Хотелось бы отметить, что вашими преподавателями будут являться лучшие музыканты нашей республики, деятели культуры Республики Башкортостан, кандидаты наук, доценты, профессора, ведущие специалисты данного профиля. Уважаемые абитуриенты, мы рады, что вы выбрали наш университет, что вы выбрали наше творческое направление. Обычно люди, которые начинают заниматься творчеством с самых малых лет, они отдают себя до конца этой профессии и идут к реализации своей мечты и своих творческих планов. Поэтому я уверена, что вам будет комфортно учиться в нашем учебном заведении, что вы будете довольны уровнем подготовки специалистов в нашем университете и на нашей кафедре в частности. И мы ждем вас и готовы помочь вам в реализации вашей мечты и ваших творческих планов. Уважаемые абитуриенты, на этом я с вами прощаюсь. Если будут возникать вопросы, касающиеся вступительных экзаменов, прошу вас звонить по номеру телефона 8 917 415 92 64. Это непосредственно мой телефон. Я буду отвечать, можно писать в WhatsApp. Я буду отвечать на все ваши вопросы. На презентации вы также видите телефонные контакты заведующей кафедрой музыкального и хореографического образования Татьяны Ивановны Полетаевой. Здесь так представлен телефон, адрес и электронная почта. Прежде всего предлагаю вам, конечно, прямое общение, поэтому всегда проще и доступнее объяснить по телефону. Ждем вас на вступительных экзаменах и желаем вам удачи на этих вступительных испытаниях.